Здравствуйте, в студии Анастасия Кобызева и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске осуждены двое мужчин 29 и 26 лет за незаконный оборот наркотиков в крупном объеме. Установлено, что 26-летний подсудимый отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии. В сентябре 2017 года он при телефонном разговоре со своим знакомым договорился совместно приобрести для личного употребления наркотики. В рамках договоренности преступник приобрел масло каннабиса массой около 100 грамм, а его подельник, находящийся на свободе, получил посылку с приобретенным наркотиком и стал хранить его в своем автомобиле. В тот же день последний был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха-Якутия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил старшего из осужденных к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом 20 тысяч рублей, а второго, отбывающего наказание в колонии, к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За период январь-май 2018 года на территории республики зарегистрировано 4667 преступлений, что на 4,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 1013 зарегистрированы в мае текущего года. Снижение числа преступлений отмечено на территории 19 городов и районов республики. Наибольшее снижение произошло на территориях Оленёкского, Абыйского, Вилюйского, Нюрбинского и в ряде других районов республики. На 24,5% уменьшилось количество убийств, на 11,2% уменьшилось количество преступлений против собственности, на 11,7% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Ими совершено 159 преступлений. Зарегистрировано 1367 краж, 112 грабежей, 18 разбойных нападений, 14 вымогательств, 402 мошенничества. Продолжается тенденция увеличения количества преступлений экономической направленности. Выявлено 71 преступление коррупционной направленности, что на 86,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, с 225 до 338 возросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Вместе с тем имеет место существенный рост изнасилований с 6 до 30. Теперь о пожарной ситуации в районах республики. Ожидается установление чрезвычайно высокого 5 класса пожарной опасности леса в Вилюйском, Верхневилюйском районах Якутии. 4 класс пожарной опасности леса сохраняется в Сунтарском, Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Усть-Майском, Жиганском, Кобяйском районах. Ожидается в Горном, Намском районах и в окрестностях города Якутска. В центральных районах Якутске, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Горном прогнозируется 3 класс пожароопасности лесов. В Чурапчинском, Татинском, Усялданском, Амгинском и Усть-Майском, Кобяйском, Оленёкском районах Якутии прогнозируют 3 и местами 4 класс пожароопасности. В Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Тампонском, Аймиконском, Момском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах прогнозируется 2, местами 3 класс пожароопасности леса. В Алданском и Нерюнгринском районах прогнозируется 1, местами 2 класс пожароопасности лесов. 10 июня в поселке Сангар Кобяйского района произошел пожар в здании аэровокзала, сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Якутии. Огнем повреждены чердачное перекрытие, полы и стены на площади 90 квадратных метров. Предположительно, причина пожара – короткое замыкание. Пострадавших нет. Силами пожарных здание удалось спасти. Аэропорт поселка Черский возобновил работу в штатном режиме. Напомним, ранее из-за подтопления взлетно-посадочной полосы пассажиров перевозили стыковочными рейсами из Чекурдаха. Сегодня, 13 июня, авиакомпания «Якутия» специально для удобства пассажиров, ожидающих вылета из поселка Черский, вела дополнительный рейс по маршрутам Якутск, Черский, Якутск. В Аймиконском районе мужчину признали виновным в даче взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Установлено, что подсудимый является индивидуальным предпринимателем. Его продуктовый магазин был закрыт на 90 суток за нарушение законодательства об
эпидемиологическом благополучии населения. В конце марта 2018 года он, находясь в служебном кабинете начальника отдела Роспотребнадзора, дал ей взятку в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, он пытался получить поддельный акт санитарного обследования об устранении нарушений, послуживших основанием к административному приостановлению деятельности его торговой точки для досрочного снятия наказания. В ходе совершения преступления он был задержан сотрудниками ФСБ. Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере кратной стоимости взятки. Существует вероятность затопления якутских сел Сватай и Аргахтах Среднеколымского района, сообщает пресс-служба МЧС по республике. Согласно прогнозу, вскрытия реки Алазея в результате активного снеготаяния и увеличения склонного стока 15-16 июня существует вероятность затопления этих населенных пунктов. В третьей декаде июня есть вероятность затопления села Андрюшкино. На данный момент в селе Сватай уровень воды составляет 720 сантиметров, при критическом 750 сантиметров. У населенного пункта Аргахтах уровень воды составляет 749 сантиметров, при критической отметке 780. У населенного пункта Андрюшкино Нижнеколымского района уровень воды составляет 853 сантиметров, при критическом 1000 сантиметров. 4 рыбаков разыскивают в Якутии. 9 июня они уехали из села Графский берег Намского района в сторону устья Алдана до реки Белянка и до сих пор не вернулись. Мужчины передвигались на корпусной лодке. По словам женщины, имеющей непосредственное отношение к ситуации, возможно, у них случились неполадки с мотором, который барахлил. Их машина до сих пор стоит на берегу. Родственники обратились по поводу данной ситуации в оперативные службы. В пресс-службе МЧС России по республике спасатели связались с родственниками пропавших мужчин. Сейчас по данному направлению ведется работа. На днях в Якутском городском суде началось рассмотрение громкого уголовного дела супругов Александра и Кристины Ливадных. Они обвиняются в ряде серьезных преступлений: незаконное лишение свободы, превышение должностных полномочий, организация незаконной миграции. Напомним, 12 февраля 2017 года подполковник Александр Ливадный занимал должность заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции. Он помогал своей супруге Кристине Ливадной, которая занимается коммерческой деятельностью в сфере услуг по уборке помещений с незаконным привлечением и использованием иностранных работников, удерживать против воли гражданку Филиппин Делакрус Ракуэль Фабрас. Ракуэль, подвергшись побоям и угрозам, испугавшись за свою жизнь, выпрыгнула из окна квартиры, в которую ее привезли Ливадные. В результате она получила тяжелые травмы: взрывной перелом тела, перелом поясничного позвоночника, перелом пяточной кости. После громкой огласки было возбуждено уголовное дело. На этом у меня все. Берегите себя.